В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте и главное к этому часу. При дальнейшем ухудшении эпидобстановки в стране федеральный штаб рассмотрит вопрос возвращения к ограничениям. Региональное министерство предпринимательства проверяет соблюдение противоэпидемических требований в столичных торговых залах. Водители газомоторного пробега из Питера в Мирный прибыли в Якутск и рассказали о своих впечатлениях от поездки. Число заболевших коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд. За последние сутки зафиксировано 350 тысяч новых случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 октября. За 24 часа выявлены почти 240 тысяч больных COVID-19. Наибольший прирост заражения в пятницу зарегистрирован в Индии – 70,5 тысяч и в Соединенных Штатах – 52,5 тысячи человек. За все время пандемии в мире выявлено более 36 миллионов заболевших. В Кремле не исключили дополнительных решений в связи с коронавирусом. В Федеральном центре заявили, что если рост заболеваемости в России продолжится, ситуация будет рассмотрена Федеральным штабом. Регионы будут принимать решения в соответствии с заполняемостью больниц. И в зависимости от этого будет реагировать Центральный штаб. На вопрос журналистов о том, нужны ли более жесткие меры в связи с текущей эпидобстановкой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цифры действительно растут. Если ситуация продолжит осложняться, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов, заявил Песков. Количество больных в Якутии продолжает расти. За минувший день выявлено 110 новых случаев коронавируса. Из них 73 в Якутске, в Жиганском районе 5, в Алданском, Амгинском, Усть-Алданском по 4 случая. В Вилюйском, Тампонском, Чурапчинском, Нерюнгринском, а также Сунтарском по 3 человека, в Намском 2, в Алекминском, Татинском и Хангаласском районах по 1 случаю. Также коронавирус за минувшие сутки унес жизнь еще 2 человек. Лаборатории региона провели порядка 5000 исследований. В Нюрбинском районе уже более 100 заболевших коронавирусом. По состоянию на 8 октября выявлено 140 положительных анализов, в том числе лабораторно подтвержденных 103. Всем учреждениям, кроме органов государственной власти, местного самоуправления и служб жизнеобеспечения, рекомендовано перевести всех сотрудников на удаленную работу до 24 октября. Кроме того, ограничиваются выезды и въезды из наследов в город Нюрбу, за исключением случаев неотложной необходимости. Информация в том, что есть в социальных сетях, которые официально мы выступали от имени оперативного штаба, конечно, мы подтверждаем. И сегодня, начиная, резкое ухудшение анализов у нас появилось, начиная с 30 сентября по сегодняшнее время. И сегодня у нас в районе мы имеем 147 больных и 3 вирусоносителя по 5 населенным пунктам, в том числе город Нюрба. Из них в ковидном отделении располагается 21 пациент, средней тяжести 19, тяжелая 1, крайне тяжелая. На ИВЛ находится 1 пациент, к сожалению, и запланирован перевод становится в городе Якутск еще 2 пациентов. В связи с прогнозными тяжелыми ситуациями мы до 24 октября перевели все образовательные учреждения в дистанционную форму обучения, и детские сады оставили дежурные группы. Аптеки республики имеют достаточные запасы лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Росздравнадзор отслеживает наличие в аптеках гидроксихлорина, азитромицина, интерферона альфа, орбидола, амоксиклава и парацетамола. Орбидол и парацетамол входят в перечень минимального ассортимента для аптек. Между тем отмечается, что в отдельных аптеках Якутска, а также Хангаласского, Верхнеколымского, Момского, Хангаласского, Верхоянского и Ленского районов отсутствуют или имеется малый запас интерферона и орбидола. В районы будут направлены предостережения о необходимости пополнения запасов. На фоне принятых мер региональное министерство предпринимательства отправилось в рейд по торговым точкам и магазинам, чтобы проверить, соблюдаются ли требования к дезинфекции, дистанцированию, масочному режиму и другим. В выходные, как правило, эти объекты переполнены посетителями, и риск заражения вырастает в разы. В рейд отправился и готов рассказать о результатах проверки Александр Хавренко. Выходной день. Торговые центры и предприятия общепита переполнены посетителями. Практически на каждом торговом павильоне висит объявление о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Каждый продавец обязан носить маску и перчатки. Также им позволено не обслуживать покупателей, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования. Ну, неадекватных я еще пока не встречала. Ясно. Надевают перчатки, обрабатывают руки. Ну, сегодня вот мы проверили Белое озеро, торговый дом. Но, посмотрев всех продавцов, имеются перчатки, маски. То есть, грубо говоря, замечаний пока нет в отношении них. В магазинах с выполнением требований все более-менее хорошо. А как обстоят дела на объектах общепита? В большинстве ресторанов и кафе персонал в масках и перчатках. На полу разметка, а столы расставлены на расстоянии не менее 2 метров. Однако в одном ресторане в этот день была запланирована свадьба. И, скорее всего, ресторану стоит сегодня ждать незваных гостей в виде сотрудников административной комиссии. При нарушении, во-первых, мы выдаем предостережение о том, чтобы они исправили те нарушения, которые выявлены. А при повторном нарушении уже будет составляться протокол о административном правонарушении. Подобные рейды на территории города будут проводиться регулярно. Так что владельцам магазинов и точек общепита лучше заранее позаботиться о наличии сотрудников масок, перчаток и дезинфекторов, чем потом выяснять отношения с административной комиссией. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. К другим новостям. Оленеводам Якутии до 2024 года построят 60 передвижных домов. Они положены кочующим в тундровой зоне. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе. Передвижные домики площадью 12 квадратных метров на полозьях перемещаются с помощью оленей упряжки. Рассчитаны на проживание 4 человек. Установки сконструированы с использованием современных и безопасных материалов. Основная задача – защитить от холода и ветра. Имеется автономная система электроосвещения. Конструкции являются быстровозводимыми. На сборку и разборку требуется не более 20 минут. Численность белых медведей отследили по устьям рек Колыма, Чукочья и Крестовая на территории заповедника Медвежьи острова. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Участники экспедиции зафиксировали большое количество крупных самцов, одиночных самок, молодых двухгодовалых медведей и самок с медвежатами. Отмечается, что авиационный мониторинг провели на основании госзадания Национального парка Ленские столбы. Напомним, что в начале недели в заповеднике на Медвежьих островах был обнаружен труп убитого белого медведя. Расследование по данному факту продолжается. В прошлое воскресенье в Якутске завершился второй пробег автомобилей на природном газе. А 8 октября они выехали из села Иенгра в Нерюнгринском районе, преодолев более 800 километров. Автомобили финишировали в Якутске. Водители оценили работу машин на газе и, по их утверждению, разницы между ними и бензином не ощутили. Кроме того, автомобили на природном газе в разы экономичнее и экологичнее. Подобные же пробеги помогут продемонстрировать эти преимущества и сформировать сеть газозаправочных станций, чтобы переход на природный газ для автолюбителей был более комфортным и удобным. Но существенная разница вообще незаметна, я так скажу. Вот мы проехали 884 километра, это с Иенгры до Якутска получается. И заправились, вот я тут записал у себя, 156,8 литров. То есть если на 100 километров вот высчитали, 18 литров на 100 километров получилось. То есть это существенная разница в цене. По самому маршруту вот никаких трудностей не возникало. То есть и погода нам благоволила, и как бы дождя и снега не было, то есть асфальт был сухой, то есть все у нас нормально было, то есть без происшествий, все отлично обошлось у нас. В Чурапчинском селе Диринг случайно обнаружили древнее якутское захоронение. По предварительной версии ученых, оно может относиться к 16 веку и даже ранее. В захоронении найдены берестяные ножны, веревка из телячьей кожи, старинное якутское орудие батас и лук с 2 железными наконечниками. Захоронение было проведено по старинным обычаям. Останки лежат на нескольких слоях бересты, сверху также несколько слоев. Сейчас на месте находки работает экспедиция под руководством Виктора Дьяконова, старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований. Вскоре экспедиция вернется в Якутск и станут известны все подробности.
И в завершении выпуска о погоде. Снегопад ожидается на территории западной, южной и центральной частей Якутии. С завтрашнего дня, 11 и 12 октября, на северо-западе и западе республики ожидается местами небольшой снег. В южных же районах местами и в центральных районах снегопад. На юго-востоке сильный и мокрый снег. Ветер порывистый, умеренный. 12 октября на юге порывы местами до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении Управления гидрометеослужбы. Температура воздуха ночью при осадках будет опускаться до значений в -5, -7 градусов. На этом пока все. Далее в 19:00 мой коллега Иван Лазаренко вместе с корреспондентом Якутии-24 подведут итоги недели. Я же пока прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до свидания.